Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Елизавета Ротарь, и поговорим мы сегодня о вчерашнем инциденте, который произошел во время заседания муниципального совета в городе Камрад. Гость в студии Мария Пулукчи, гражданский активист города Камрад, та самая героиня, которая вчера стала жертвой нападения. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мария, что произошло вчера? Мы видели в социальных сетях ролик, как вы сидели, и муниципальный советник на вас нападает, размахивает руками. Вы ожидали этого? Добрый вечер. Действительно, я не ожидала от советника Братунова Анны Трофимовны, что она нападет на меня. Почему? Потому что я сидела и общалась с жительницей, председателем ассоциации по улице Галацана Елена Петровна, она педагог первой школы. И мы вот это все обсуждали, как бы она тоже человек давно ходит с этим вопросом, и обсуждали вот эту тему. До того, как она напала на меня, как бы все было нормально, ничего, я с ней не общалась, даже как она сидела далеко от меня. Ну, я, как обычно, я уже 7 лет, хочу подчеркнуть о том, что 7 лет уже как инициативная группа хожу каждый совет, потому что... Как инициативная группа у вас есть организация, наверное? У нас нет организации, мы сами как бы создали... Жители города, да, создали? Нам не безразлично, что судьба нашего города, что творится в городе. Какие вопросы решаются, потому что я вам скажу, что я ранее, где-то в 2017 году, сталкивалась с вопросом, который советники незаконно вынесли данное решение, и у человека отобрали землю, и мы очень много боролись с этим. Были такие же, можно сказать, приключения тоже с гражданкой Анной Трофимовной, это тоже она инициировала вот, драку, оскорбление, нападение, после чего бывало так, что советники все поддержали ее как свидетели. И, естественно, всегда остается кто? Граждане. Советники, примары, они всегда остаются ненаказанным, можно сказать, а граждан пытаются всегда наказать. То есть, если я правильно вас поняла, вы как инициативная группа, вы помогаете людям в решении каких-либо их вопросов, да? Абсолютно верно. И выявляете нарушение решения муниципальных советников. Да, я вам более того скажу о том, что каждый совет, сколько я присутствую на советах, да, не все советники незаконно решения принимают. Очень многие есть, которые реально пытаются в городе делать порядок, в совете пытаются делать порядок и не голосуют на незаконные вопросы. То есть вы очень часто посещаете муниципальный совет, да? Заседание муниципального совета. Да. И вы наверняка заметили, что есть большинство советников, да, которые кому-то подчиняются. Вот ваше наблюдение. Да. Есть такое у нас в Камрадском муниципальном совете? Есть имена. Не буду называть, как бы, но скажу, что люди знают, люди видят каждый раз инциденты, не только как Сергей Ильич Анастасов вчера. Я даже не знаю, почему Сергей Ильич так вышел и выступил о том, что я как бы провоцирую в совете скандал, и вчера я провоцировала. Я вчера вообще, я в шоке была, как она напала на меня. Я вот совсем даже не ожидала о том, что она мне вот такое сделает. То есть вы сидели, ничего не делали? Я ничего не делала. До этого, 2 секунды назад, как она на меня напала, я, как обычно, всегда снимаю совет. Снимаю совет, знаете почему? Почему? Потому что бывает, они сейчас голосуют в электронном виде. Раньше они поднимали руки, и сразу видно было, какой советник за какой вопрос голосует. Как бы можно было, как бы, если какие-то незаконные действия со стороны советника происходили,
можно было выявить, какой советник голосовал за данный вопрос. Но сейчас они голосуют в электронном виде. Но сейчас вы можете сделать запрос, допустим. Запрос делается, но я вам скажу, я сталкивалась, когда написала о том, что советник голосует за свой вопрос, за родственников. В земельной комиссии данный советник, он находится тоже в этом составе и сам голосует за свои вопросы. То есть конфликт интересов. Да, конфликт интересов были доказаны. Мы написали о неподкупности. Есть уже ответ от неподкупности. Ждем еще подтверждения. И я думаю, что это уже отдельная программа. Я тоже выйду. Есть много о чем поговорить. Очень много. Тема для отдельной Я вам программы, скажу, что этот состав советников, некоторых, кроме некоторых, очень много себе сделали земли. Очень много. Своим родственникам есть доказательства. Уже через суды земли отобрали, уже через суды. Я не понимаю, почему это Сергей Ильич говорит, что я провоцирую. Наоборот, Сергей Ильич должен сказать спасибо мне о том, что есть. Я не говорю, что он все вопросы знает, все нарушения, которые со стороны советников, со стороны специалистов. Я понимаю, что примар не может за уследить за каждым действием специалистов, что делается. Но если я пришла с документами, о том показываю, что да, действительно, через какие-то органы подтвердились, и Сергей Ильич игнорирует, это значит что? Это значит, что он знает и закрывает глаза на это. Он вместо того, чтобы сказать о том, что мы, инициативная группа, ему помогаем, вот даже с парком, с туалетом. И некоторое время он говорил о том, что с базаром тоже, почему мы не помогаем. Мы ходили тоже, собирали подписи. Люди есть некоторые... С базаром о чем речь? Базар, то, что Примария проиграла суд Гагаускопу. Но там судебные их разбирательства, пусть разбирается суд, как говорится, суд принял такое решение. Суд принял такое решение. Если принял суд такое решение, надо идти бороться дальше. Что они есть сделали? Есть они что сделали? Я вам скажу, в течение 7 лет, сколько вот я сталкивалась с документами, и вот суды есть, и они не борются. Они идут в первую инстанцию, и вторую инстанцию они проигрывают буквально все суды. Почему проигрывают? Значит, надо искать проблему внутри специалистов, если они проигрывают суды. Или же они идут в первую инстанцию, и вторую, и апелляцию, дальше в вышку они не идут. Была же информация в социальных сетях, что они очень дорогих адвокатов нанимают. Я об этом тоже слышала, что адвокат стоил 80 тысяч, но все равно проигрывает суды. Да, я не видела этого человека вообще в Примарии, и я всех специалистов знаю, каждый день в день, наверное, 10-20 раз я с ними сталкиваюсь и говорю с ними, но что сказать, в городе очень много проблем. Возвращаясь к теме о том, что как у нас вчера произошло с Анной Братуновой. После, вот как я сидела на совете, Анна Трофимовна подошла ко мне. Я вот засняла, через пару секунд Анна Трофимовна подошла ко мне и начала телефон вырывать с рук. Ваш телефон? Мой телефон. Дай сюда телефон, ты снимаешь и отправишь какой-то парцани Ольга, она стала вот эти слова мне это самое. Я говорю, что с вами? Я сняла совет, что я не имею права снимать совет? Вы публичные лица, я снимаю для того, чтобы мне нужно. Это мне нужно, я и снимаю. Сними тоже меня, что я сижу, а не то, что взять, кидаться на людей, нападать на людей, браться за горло. Мария, а вот как вы считаете, вот не просто же так ее вот разозлило, наверное, что-то? Причина же какая-то должна быть? Вот. Причина, я так думаю, что я вам покажу вот причина. Я сама потом думаю, от чего она так разозлилась. И ранее был поставлен вопрос
вопрос о том, что 100 тысяч выделить совет старейшин. Анна Трофимовна написала заявление о том, чтобы выделить совет старейшин 100 тысяч лет. Это было... Для каких целей? Вот это было 2-3 совета назад. И я так думаю, что сидел даже, я вам скажу, что Геннадий Константинович, госканцелярия, в тот день на совете сидел он сам. Он встал и сказал, что данный вопрос, данное решение ваше незаконное, так как имеет процедуры о том, что должны выделить эти деньги. Ну, я как госканцелярия выступила. То есть, что он имел в виду, какие процедуры они должны Наверное, были пройти? какие-то документы, на какие цели эти деньги тратятся. Но они ничем это не объясняют. Есть, да? Спросили, есть, наверное, прямой эфир совета, можно как бы искать и найти. Ей задали, Анне Трофимовне задали вопрос о том, что на какие цели вы берете эти деньги. Но она не смогла ответить. Просто выделите деньги, просто она сказала, что они, она сказала, я так помню, она сказала, что они ездят Василием Романовичем то в Вулкане, что туда, то сюда, и им якобы расходы на бензин туда-сюда, и там кому-то пакеты покупают, еду, не знаю что. И вот я так думаю, что госканцелярия посчитала нужным о том, что это незаконно. Я не орган, я не могу это все. Ну, я услышала о том, на совете специалист докладывал данный вопрос, который То есть этот вопрос опять же вынесли и опять вынесли на совет. И проголосовали. Я, когда увидела, что специалист говорит, что отменила госканцелярия, я там начала говорить о том, что если госканцелярия отменила, значит это закон, и вы незаконно вынесли решение. Значит, так должно быть. Почему вы игнорируете госканцелярию? Вот мои слова были. Все вот это было. Я дальше уже стала как бы слушать дальше заседание. После чего мы с Леной Петровной начали общаться по ее вопросу. И вот через пару секунд, говорю, Анна Трофимовна встала и начала вырывать у меня телефон с рук и говорит о том, что дай сюда телефон, я поломаю твой телефон, все равно возьму. Она 5 минут со мной боролась о том, что забрать у меня телефон. Она увидела, что я телефон не отпустила, не отдала, вышла с заседания, пошла, где она сидела, забрала свою сумку и сказала, что я ухожу, оставайтесь с Марией Плукче и решайте дальше это. Она ушла с сумкой. Через пару минут, 5, 6, 7 минут, она возвращается агрессивно обратно и направляется на мою сторону и хватает у меня телефон за горло, начала меня душить. Вот у меня есть, если видно, вот у меня синяк здесь. Как бы... Мне видно, не знаю, оператору видно. И на руке синяк, она хватала мои руки и пыталась у меня забрать телефон. Но у нее это опять же не получилось. После этого, когда она стала еще агрессивнее вести себя, прибежал зампримара Карачлы Александр, если я фамилию правильно называю. Прибежал он, Лена Петровна встала и начала говорить о том, что вы делаете, почему вы ведете себя так. После чего я ей ответила о том, что я успела полицию позвонить, 112, я говорю, я полицию позвала. Когда она услышала, что я полицию позвала, она стала еще больше... Хорошо, а что в этот момент остальные советники? Сидели... Остальные советники все сидели... Равнодушно и ждали, чем закончится, или наблюдали? Все сидели на своих местах, и никто ничего не... предпринял. Что я заметила, что один из советников сидел на президиуме, где
примар сидит рядом с примаром, и примар ему сказал, что поверни камеру. То есть камера была направлена Камера на вас, была направлена, кусочек была, ролика и попала в После, соцсети. когда увидели, что Анна Трофимовна у меня потом схватила документы, которые, это важные документы у меня, которые я, как говорится, должна была принести примарию и регистрировать. Это оригиналы с подписями, с печатями. А подписи чьи людей? Подписи людей, печати. Документ очень важный. И Анна Трофимовна схватила с рук у меня эти документы и стала рвать. Она порвала эти документы, вышла, зашла в социальный кабинет, и я не знаю, то ли выкинула мусорку, то все. После чего эти же документы, да, вот, пожалуйста, смотрите, это лицо советника. Посмотрите, мы кого выбираем. Пожалуйста, я думаю, что этого советника уже не надо ни голосовать. Этому советнику уже пора домой отправить, чтобы она сидела, да, на пенсию, чтобы она сидела уже дома, если у нее с нервами не в порядке, чтобы она сидела дома и не причиняла никому. Фамилии людей. Да, тут фамилии людей, люди свои подписи поставили, люди ждут ответа, но данная советница не хотела, наверное, чтобы у людей вопрос решился, и взяла и порвала. Почему? Между прочим, она чуть-чуть читала ее. Между прочим, чуть-чуть она читала, увидела обращение, там шапка была, обращение куда? Это обращение к ним было, примару и к ним совет. С каким вопросом это было обращение? Что здесь было? Вопрос тот, который они незаконное решение сделали, вынесли данное решение о том, что строительство незаконно по сей день ведется. Она же голосовала незаконно за данный вопрос. Она же и голосовала. Поэтому ей не понравилось, вот и не хочет решить это советник, который решает. А люди что здесь просили в этом документе? Люди просили о том, чтобы отменить данное решение, разрешение на строительство, которое было выдано незаконно. И у меня есть подтверждения, которые они действительно выносили решение незаконно. Посмотрите, как можно выдать... Копия решения, да? Это копия решения. Я вот обращаюсь к Сергею Ильичу. Сергей Ильич всегда говорит о том, что его оскорбляют, его винят, его провоцируют. Это не так, Сергей Ильич. Вас никто не провоцирует, вас никто не винит. Граждане хотят, чтобы было справедливо, и каждый гражданин, который заходит в примарию, он хочет спокойно свои вопросы решать и законно. А вы это не делаете, вы не допускаете, вы просто допускаете кучу ошибок и создаете людям очень много проблем. Я понимаю, что вы всегда выходите на эфир и говорите о том, что вы дороги сделали, вы тротуары сделали, вы там сделали. Но с Ялпугом вы не можете хвастаться, потому что в Ялпуге есть проблема, и еще нету отчета, куда деньги ушли на коллекторы, что случилось с Ялпугом и почему Ялпуг по сей день не расчистили, как начали чистить на Туканянске. И как было обещано. Да, и как было обещано. Назад, насколько я помню. И как начал чистить один из советников, бывших советников, очень молодец, начал очень хорошо чистить, глубину 3 метра, но по каким-то причинам тендер был отменен, и дальше сюда, к городу, уже Ялпуг не был расчищен, и этот трактор уже, или эскаватор, или что там стоит, один металлолом, стоит уже столько лет, и не чистите, и деньги куда ушли. Это вы должны выйти и людям сказать всю правду, а не говорить о том, что Маша Плукчи провоцирует, и Маша Плукчи мешает вам работать. Маша Плукчи вам не мешает работать. Маша Плукчи вам помогает, а вы просто-напросто закрываете глаза на то, что те люди, которые нарушают и пытаются вокруг примарии все унести и все сделать под себя, все узаконить свою собственность,
собственность, вы на это закрываете глаза и оставляете этих людей делать все, что они хотят. Мария, вот вы говорите, что примар ошибочно принимает какие-то решения. Как вы считаете, он действительно это делает по незнанию или это намеренно как-то получается? Потому что все-таки примар ответственное лицо. Я вам скажу, что я думаю, что он не то, что по незнанию. Это его умышленное, специально. Почему? Потому что стоит его подпись. Вот, пожалуйста. Стоит его подпись. Как можно было вот прийти как бы примару, вот, вы как граждане тоже, я думаю, что были случаи такие, что вы подходили на подпись примара, разрешительные документы на строительство. Думаю, что сталкивались. Вы приходите с одним разрешением, у вас одно разрешение есть, да? А второе разрешение под одним и тем же номером, как оказалось, и опять же примар подписывает. Опять, это фальсификация документов. Я хочу, чтобы обратила на этот эфир внимание коррупция. Кагул, Юг. Чтобы обратила и взяли на расследование данные разрешительные документы. Если надо будет, я напишу еще один раз. Это я разрешение на строительство на какой дом? На 12-этажный дом. Документы это фальсифицированы. Где строится этот дом? Строится этот это дом? Строится между лицеем и Дом культуры, который 12-этажный дом, не место быть этому дому, там охранная зона. И этим людям уже сказали, что там не положено на данный дом строить. Но, однако, наш Сергей Ильич помогает в этом, чтобы этот дом все-таки строился. Он всегда говорит, что развивается город. Ему мешает развивать город. Я не мешаю, чтобы развивался город. Еще Надо раз учитывать и интересы, наверное, граждан. Я еще раз обращусь к Сергею Ильичу. Я тоже за, чтобы развивался город. Но, наверное, есть архитектура города, и, наверное, есть у нас генеральный план, который уже сколько мы 500 тысяч или сколько он сказал, что стоит, но сколько изменений этого генерального плана делается, этот генеральный план, наверное, уже дошел до 1 миллиона лей, который можно было за 500 лей или за 500 тысяч или 600 тысяч сделать в урбан-проекте нормальный, законный и четкий генеральный план, а не менять ее детальный план. Вот что в данный момент сегодня они сделали. Они взяли и сделали детальный план, а им нарушения были выявлены о том, что не должны были детально сделать, а зонально. Детально они сделали типа публичное слушание. Публичное слушание, знаете, как делать? Они взяли своих людей, пригласили, советники кое-каких-то людей пригласили, проголосовали там 10-15 человек, проголосовали за, и все публичное, они считают, что это публичное слушание. Это место улица Ленина. Улица Ленина, 198А. Идет речь возле ДК и лицей, и тем более исполком там. Это визитная карточка нашего города. Это нужно было вытащить всех людей на площадь, когда мы себе митинги делаем и хотим выиграть какие-то выборы или какие-то их касаются вопросы. Они людей тысячами выводят на площадь. А почему они не вывели людей, написать объявление, как примар, выйти на эфир и сказать о том, что люди согласны, чтобы быть этому дому, 12-этажным домом, который сегодня, я не знаю, как принял верификацию сделал проекта данный Студинский, господин Студинский, когда в проекте отсутствует детская площадка, парковочные места на улице. Есть возможность все это сделать, детскую площадку? Я вам сейчас объясняю дальше. Парковочные места у них есть внутри, сделали подземные, но не всем хватит. Парковочные места открытые площади. У них нету. Они сегодня только коробку пытаются строить, после чего я звонила по поводу квартиры, я узнавала у человека, который продает квартиры, и я узнала, говорю, где ваша площадка будет? Они сказали, мы ведем переговоры с примаром, у них есть цель
взять клумбу лицея, вот эти столики, которые есть в аллее, уничтожить, открыть заезд со стороны аллеи. Это нормально. Наша школа, лицей остается. Эти дети где будут сидеть? Я вчера... Там будут ездить машины, во-первых. Ездят. У этих детей, вот я позавчера была в лицее, там дети, где гаражи, там проводят физкультуру. Но неужели Сергею Ильичу как... Можно было этого инвестора, да, там частная собственность, там давно продана эта земля. Можно было позвать этого инвестора или хозяина той земли и как-нибудь решить вопрос о том, чтобы эта земля служила административное здание, расширить спортзал, какие-то спортивный комплекс сделать для детей, благоустроить для детей, для города. Это место позволяет там 12 этажей Нет, выстроить? там нету места. 1,70 м до котлована 1,70 м. Если заборы уберут, там метров 3 или 4 метра есть, даже нет от школы до... Ну что ж, Мария, проблем, конечно, в городе очень много, и, к сожалению, о проблемах города очень мало говорят. Я думаю, что после нашей программы к нам еще позвонят наши граждане и будут приходить к нам в студию рассказывать о проблемах. Но давайте мы вернемся все-таки в совет и к той теме, с чего мы начинали. Да? Примар, мне вот непонятно поведение примара. Он сидел и смотрел в телефон, что-то там читал в то время, когда вот на вас нападала советница. Да? Что он после этого? Предпринял какие-то меры? Примар сидел и все время обвинял полицию. И вы видели на видео, там есть, как он прикрывал телефон, прикрывал рукой телефон, разговаривая, и просил полицию о том, что давайте отправьте полицию за Машу Плукче. Он всегда вот эти разговоры, он звал полицию. То, что Анна Братунова на меня напала, он не говорил, что Анна Братунова на меня напала, что ей нужна полиция. Мне нужна была, может, скорая, о том, что она меня душит и вела себя неадекватно. И все время дергал мои руки. Мне, может, была скорая, а не полиция. Полиция нужна была Анна Трофимовна, что я и сделала, и позвала полицию. А Сергей Ильич... Сергей Ильич все время, все 7 лет, он каждый совет зовет полицию. Он может просто увидеть меня, что я на совет пришла, и просто без ничего, еще совет не начался, он может позвонить полицию и сказать: алло, полиция, приходите, Маша Плукче здесь неадекватно. Бывало так. Я могу даже, если бы я знала, что как я приду на этот эфир, я бы подготовилась и взяла бы еще и видео. У меня не видео, у меня есть Сергея Ильича записи, как он отправляет Нукта о том, что я пьяная ворвалась на совет. Бывало и такое, что он пишет публично, что я пьяная ворвалась на совет. 10 часов утра. То есть я так понимаю, что это не первый. Это не первый. Это все 7 лет оскорбления со стороны Сергея Ильича, со стороны Братуновой. Вот ни одним советником, вот сколько советников там есть, ни одним советником у меня не были проблемы на совете, кроме Братуновой Анны. И вот всегда Сергей Ильич поддерживает Братунову Анну. Ну, там понятно, почему он поддерживает, мы очень прекрасно знаем, много чего есть говорить, но мы пишем мы пишем в органы, там разберутся, это мы знаем, почему. Вы после этого инцидента заявление куда-то написали? Я позвала 112, и полиция оформила. Я думаю, что полиция законно вот это все будет рассматривать, данный инцидент, и Братунова Анна будет наказана. Почему? Потому что она напала на меня, как говорится, на совете.
где я имеет право и граждане сидеть, слушать совет. Ну, это открытое заседание. Это открытое Любой заседание, не закрыто. Горожанин может прийти и посидеть. И граждане имеют право и снимать, как пресса, так и граждане имеют право снимать. И Братунова Анна почему стала и напала на меня с вопросом о том, что почему я снимаю. Это ее проблемы. Пусть она отвечает за это, за то, что она на меня напала. Есть у нас органы полиции. Я думаю, что прокуратура, полиция разберутся и дадут ее действия законно вынесет. Вот как вы считаете, вот насколько оправданы действия тех же советников, которые избираются, да, люди за них голосуют и избирают их в совет города для того, чтобы они помогали и улучшали жизнь граждан, да, помогали в решении вопросов граждан, а они вот сидят и смотрят, и еще руки распускают на граждан. Вот ваши отношения, вот как можно оценивать вот такую ситуацию? Вы знаете, что люди говорят? Вот вы же общаетесь и с гражданами, и с камрадчанами, что люди говорят? Люди очень возмущены по поводу этого созыва советников, очень возмущены, я вам скажу. Вообще этого созыва и Сергея Ильича очень многие возмущены. Я не буду говорить, каждый человек имеет право говорить и осуждать, высказать свое мнение, но я вам скажу о том, что на советах очень много вопросов есть, которые вот они привыкли блоком все голосовать, а в том блоке, что творится, очень много незаконных вещей. И вот всегда есть, да, советники, которые хотят, когда видят, что что-то незаконно, да, начинают спорить. Если есть у советника интерес на данный вопрос, чтобы провести законно, он незаконно, начинает драка на совете. Были случаи, свои интересы используют. Были случаи, сами советники друг с другом дрались, как и Вадим Анастасов, Владимир дрались, есть вот в эфире. За чего дрались? За чего дрались? Не могли поделить, кто сколько зарабатывает, кто земли берет, кто трактор имеет, кто эскаватор много. Там много чего. Мария, вы очень много видите в этом совете, что творится. Вот почему они, когда я прихожу на совет, как будто там заложили, извините за высказывание, это как будто заложили бомбу на этот совет, понимаете? Все в напряжении сидят. Вот так, все в напряжении. Маша за всем следит, да? Поэтому я пару советов не ходила, 3-4 совета. Я в исполком ходила. И они привыкли о том, что я не приходила, поэтому и здесь вопросы были такие, что можно было пропустить. И знаете как? Очень много были вопросы, которые... Мария, что вы намерены делать дальше? Вот произошло то, что произошло вчера. Что я намерена делать, я это так не оставлю. На то, что она на меня напала, я вам скажу, сегодня она на меня напала. Не только на меня она нападает. На Туканяске есть заявление в полиции. Я знаю женщину, которая недалеко от нее живет. Тоже из-за того, что женщина не голосовала за нее и голосовала за другого человека, она женщину толкнула со ступеньках магазина, избила женщину, и ей просто женщина, она напугала, и женщина забрала заявление обратно, или же она больше не пошла туда. Я женщина как бы через других людей общалась, какие у нее там дальше действия, потому что вот как со мной она поступила, так и поступила с той женщиной. Но женщина говорит, я одинокая, я боюсь, и пусть Бог ей судья будет. Я считаю, что Анна Трофимовна Братунова остается безнаказанным,
Каждый раз кто-то выгораживает ее, и поэтому она ведет себя на совете агрессивно. Она очень, каждый совет, она может оскорблять советников, она может оскорблять на соцсетях разными словами. То есть под ее горячую руку не только вы попадаете? Очень много людей. И она может прямо семью советника оскорблять каждый раз. Ей рот не закроешь на совете, и на это никто не обращает внимания. И тем более есть прямые эфиры, которые можно было просто как советника наказать за то, что она на совете ведет неадекватно себя и оскорбляет и советников. Были очень много случаев. Но, наверное, никто не хочет с ней связаться, мне скорее никто всего. Не пишет заявление, скорее всего, и да. Но как-то решается я этот вопрос. это так не оставлю. Полиция посмотрим, что, какие решения вынесет. Я готова подать на нее суд, потому что она сегодня напала на совете, она завтра и по дороге не нападет на улице, как говорится, и на других людей. Поэтому я прошу полицию, чтобы рассмотрели дело законно и вынесли решение законное, и действия Братуновой пусть наказание. А к советникам вы не будете обращаться? Все-таки они коллеги, там как-то они должны тоже этот вопрос обсуждать в совете, наверное, так нельзя себя вести. Я напишу на совет, народа. я напишу письменный совет на имя председателя совета Кара Степана, и пусть выносят на совет. Я это напишу, я обращусь к совету. Посмотрим, какие решения будут принимать совет, но я знаю, что даже не рассмотрят мое заявление, потому что... То есть вы заранее уже знаете Я уже ответ, знаю да? о том, что... Потому что они такие, когда касается дела какие-то вопросы о советниках, о примарии, даже специалистов, они игнорируют каждый раз такие ответы. Они могут затянуть время, они могут вообще не отвечать письма, заявления людей. Они такие вещи делают. Я так думаю, что... Мария, скоро у нас выборы 5 ноября. Люди будут выбирать советников, да, в город и советников в сел. Вот как бы вы охарактеризовали советников, да? Какими должны быть советники города? Очень хороший вопрос. Я думаю, что это очень нужный вопрос, да, потому что вот такие советники, которые попадают в совет, это же люди выбирают, да, и люди выбирают в надежде, что они будут принимать какие-то правильные решения, законные решения, не о том, что вы рассказываете сейчас нам тут. Я вам скажу, что советники, придя на совет, должны вообще, это мое мнение, все советники и все депутаты должны быть, вот я не знаю, какой-то закон должны принять или это самое, чтобы были все юридические образования. Но все не смогут быть, допустим, юридически образованы, но хотя бы какое-то высшее образование. Да, хоть какое-то, но высшее образование. Высшее, да, высшее. Пусть была бы я баллотировалась, была бы, кто бы ни баллотировался, надо принять закон о том, что все имели высшее образование. Знаете почему? Я 7 лет, еще раз повторюсь, 7 лет сижу. Я слушаю всех. Когда ты сидишь сзади той президиум, сидишь и все наблюдаешь и слушаешь, позорно. Стыдно, да? Стыдно. Некоторые стыдно, как они вот это все решают по телефону, кто-то им позвонит, подними руку, чтобы мой вопрос прошел. Они переписываются они по телефону. Даже не смотрят на закон. Не смотрят, что сидит рядом, наблюдает какие-то органы, которые контролирующий орган примарей сидит. И человек встает и объясняет им, уже объясняет, что вы вот здесь нарушаете, вы не имеете права вот это делать. Нет,
они просто начинают скандал, они просто начинают спорить и проводят все равно, не минуя того, что им проводят это сказали. Каким образом? Значит, их есть Они большинство, голосуют. потому Да. что вопросы решаются Да. в Совете большинством Да. голосов. Да. Значит, есть большинство, есть группа, Да. И вот которая они голосует за. есть группа, которые очень хорошо, ответственно относятся к каждому вопросу. И молодцы ребята, они знают, о ком я говорю, фамилию не буду назвать. Они всегда стараются, вот все, сколько я вот хожу на советы, наблюдаю за работой, ними, да? эти ребята четко хотят привести порядок на совете, чтобы все граждане получали ответы, и все граждане довольны были своими вопросами, заявлениями, чтобы люди не были ущемлены. Но группа советников есть, которые договариваются. И когда они договариваются о том, чтобы этот вопрос прошел, пусть будет судья скажет о том, что вы не правы, незаконно, все равно они говорят о том, что так должно быть. И решение принимают незаконно, как и подтверждается потом, когда уже обращение делается в органы. И все равно они пытаются опять же сделать то, что они первоначальные решения оставили. Каким нужно, да? Да, каким есть нужно. большинство, Да. группа советников, которые решают в свою пользу, в своих интересах данные вопросы. Это очень ущемляет людей, граждан ущемляет. Это не только вот сегодня прийти на совет или быть примаром, это не только дороги строить, и это тоже нужно. Садики, школы, да, это нужно. Но когда заявления, вопросы граждан рассматриваются, и вы ущемляете людей, люди выходят оттуда, у кого инфаркт, у кого давление, всегда люди выходят злые, недовольные. Вот это самое хуже есть, которое уже это уже не. То есть вы хотите сказать, что вот нынешний состав примарии и советники на первом месте не вопросы граждан, Да. а на первом вопросе их личные интересы. Их личный получается. интерес. Вот они пришли на совет, свои вопросы быстро решают. Есть некоторые советники о том, что если есть его вопрос, он будет ходить на совет. Нету его вопроса, годами не ходят на совет. Есть и такие. Есть потом и свои вопросы провели, дальше поднимают руку или голосуют лишь бы. Несмотря на то, что там есть нарушения или это то все. Вот это у них постоянно. А 2-3 человека не успеет наблюдать за каждыми вопросами. Есть, наверное, земельная комиссия, есть это социальная комиссия, есть у них там разные комиссии, которые каждый член комиссии отвечает за свой вопрос. Как бы. И есть специалисты, которые докладывают вот это все. Но 2-3 советника, которые они борются за справедливость, они не успевают. Их меньшинство. Да. Их И мало. их не слышат, не слушают. А есть там очень хорошие ребята, есть и женщины, да? есть и женщины, которые тоже говорят о том, что мы не должны так делать, вот так, прислушиваются друг к другу. А большинство делают незаконные вещи. Потом, если кто-то пишет, хорошо, как говорится. Пишет, имеете в виду, да, в суд подает? Да, если или в суд, или какие-то органы, и находят у них какие-то замечания или там какие-то незаконные действия, отменяется. И опять же, я не знаю почему, вот когда находится, почему органы так относятся к данным их решения за незаконные действия, оставляют просто так, не какие-то замечания, ничего не делается, и продолжает этот специалист работать. Ну, потому что, наверное, таких гражданских активистов, наверное, очень мало у нас в городе, и мало об этом говорят, да, мало говорят. Люди мало... об этом не знают, люди Да. об этом не знают. Вот я тоже думала, как некоторые люди говорят о том, что ой, вот там все хорошо, делается то, но надо прийти на совет. Я обращусь к гражданам, уважаемые жители, вы имеете право прийти на совет 10 человек, 20
20 человек. У нас очень большой сейчас зал, который забрали у ЗАГСа, не должны были забрать. Всю жизнь там был ЗАГС, а теперь забрали, сделали совет, где им можно было свободно драться, наверное. Я так думаю, молодожены сегодня расписываются там, где в многофункциональном центре расписывается. Это, конечно, тоже неправильно. Я обращусь в том, что если у вас есть свои вопросы, придите и слушайте, как они решают эти вопросы, и вы сами убедитесь о том, что есть некоторым советникам не место быть совет, и не надо голосовать за таких советников, которые не решают вопросы граждан, а ущемляют больше граждан. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Вы смотрели программу «Тема дня», провела программу Елизавета Ротарь. Я думаю, что после этой программы у нас в студии, к нам в студию поступят еще звонки от наших телезрителей. Конечно, мы рады будем, если к нам еще придут наши граждане с проблемами, придут и расскажут. Мы открыты, мы вас приглашаем, приходите. И даже те фамилии, которые сегодня прозвучали, они имеют право на реплику, поэтому мы ждем всех желающих выступить, предоставляем всем желающим площадку для нашего эфира. И на этом мы завершаем нашу программу. До свидания, до встречи, до следующей программы.